Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Бадра Гунба принял делегацию соотечественников из Турции во главе с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрушба. Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. К этой дате был приурочен турнир по настольному теннису среди людей с ОВЗ, который прошел в Сухуме. Квоты выделены в Институт гастрономии Сибирского федерального университета в следующем учебном году. Бадра Гунба принял делегацию соотечественников из Турции во главе с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрушба. На встрече присутствовал вице-президент Беслан Бигвава. В первую очередь хочу поблагодарить вас как ветерана. Когда Абхазия была в опасности, вы вместе с братьями защищали ее. Уверен, что и сегодня вы с ответственностью отнесетесь к той работе, которую вам доверили, подчеркнул глава государства. Выборы прошли 23 ноября в городе Дюздже. Кандидатуру Яуза Атрушба поддержало большинство делегатов. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия с диаспорой Турции. Требования Грузии к России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии для восстановления дипломатических отношений ущербно и нереалистично, заявили в МИД Российской Федерации. Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решение о признании государственности республик необратимы, сообщили в дипведомстве газеты «Известия». Позиция МИД России объективно отражает существующую сегодня ситуацию, говорится в комментарии замминистра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава. Выдвигаемое Тбилиси предварительное требование об отказе от признания Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства Российской Федерации лишает диалог конструктивной основы. Вопрос о статусе Абхазии не подлежит обсуждению, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве республики. В МИД Абхазии считают, что основным препятствием для нормализации ситуации остается политика Грузии, направленная на международную изоляцию Абхазии и блокирование любого взаимодействия. Республика Абхазия, как суверенное государство, выступает за стабильность и открыта к практическому диалогу по широкому кругу вопросов, включая безопасность и гуманитарную сферу. Такой диалог возможен только при учете существующих политико-правовых реалий. Стратегическое партнерство с Российской Федерацией является основой стабильности и развития Абхазии и региона в целом, говорится в комментарии. О российско-абхазском сотрудничестве в разных сферах, ключевых проектах социально-экономической направленности, комментарий по непростым и даже острым вопросам в интервью первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Сегодня в 21 час на нашем канале. Зила Шамби, мы очень рады вас приветствовать. Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность побеседовать с вами. Спасибо. И табук дорода. Есть в Сухуме любимые места и люди, о которых вы чаще всего вспоминаете? Проезжая мимо дома деда, который вот здесь напротив, кстати, для меня и вот то место, где мы с вами сидим, оно тоже совсем не случайно, потому что там дом деда, и там вырос мой отец, и там вырос я. А вот в этом доме выросла моя мама. Запах эвкалипта. Море по-другому пахнет. Не знаю, в нем больше запаха йода. Запах кофе. Я помню, с этого же пятачка дед водил меня на Брехаловку, значит, сначала мне кофе пить не давали, но давали понюхать вкус там, лодочки в нарте, потому что бабушка у меня там работала. Ну, наверное, знаете, из воспоминаний детства, когда тебя впервые допускают к взрослому столу, это вот такое удивление абхазским тостом как произведением искусства, да? Значит, ну, когда это произносит настоящий мастер, да, ты понимаешь, что это... Я, наверное, впервые понял, что такое искусство слова.
Орхан Шамба освобожден от исполнения обязанностей торгпреда Абхазии в России. Распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба. До назначения нового главы руководство деятельностью представительства возложено на министра экономики Абхазии Тимураза Миквабия. Орхан Шамба был назначен торговым представителем Абхазии в России 25 октября прошлого года. Начался прием заявок для выдвижения кандидатов в депутаты молодежного парламента. Он продлится месяц, сообщили в пресс-службе Народного собрания. Кандидатами могут стать граждане Абхазии 18-30 лет, активно участвующие в общественной жизни, достигшие успеха в образовании, науке, культуре, спорте или молодежной политике. Решение о создании молодежного парламента при Народном собрании приняли летом прошлого года. В него войдут 17 депутатов. В республике продолжается осенний призыв на военную службу. Согласно указу президента, он проходит с 1 октября по 31 декабря. Как проходит призывная кампания и какая работа ведется с уклонистами, рассказал военком республики Беслан Тарба. Беслан Алексеевич, здравствуйте еще раз. Спасибо, что уделили нам время. Насколько нам известно, по приказу президента Республики Абхазия началась осенняя призывная кампания. Несмотря на то, что в СМИ это освещается достаточно хорошо, многие наши граждане не знают, о чем идет речь и что это такое. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как проходит осенняя призывная кампания и с какими проблемами вы сталкиваетесь? На основании указа президента и распоряжения Кабинета министров создается медицинская призывная кампания республики, где я являюсь председателем этой комиссии, как военный комиссар республики. Это у нас призывная кампания началась с 1 октября. Это в районах проводятся медицинские комиссии. Я много раз это повторял, еще раз повторяю, чтобы люди, призывники, родители имели представление. Отбирают по состоянию здоровья в районах и привозят на утверждение и отправки в войска, в республиканскую призывную комиссию. На основании указа создается распоряжение Кабинета министров, где выбирают работников медицинской сферы. И, как говорится, Министерство здравоохранения присылает нам лучших врачей. И на любой каприз призывника мы реагируем всегда. Что бы у него ни болело, есть возможность послать его на обследование. Мы посылаем на обследование. Болит голова, идет, нога идет. 3-й раз, 4-й раз, по крайней мере, реагирует на повестки. Есть указ президента. Вы знаете, каждый год 2 раза по призыву издается указ президента. Там четко, ясно, внятно написано все, кто что должен делать. Я имею в виду по структурам, по системам Кабинета министров. Все свои функциональные обязанности знают. Но декабрь месяц уже, наверное, более жестко мы будем подходить и реагировать. Это конец года. Те призывники, которые чего-то выжидают, получив одну повестку, вторую повестку, пускай явятся в свои военные комиссариаты по месту проживания. У нас нет выбора. Мы должны реагировать на основании закона. И если по закону подходить, тогда придется просить нас, сотрудников правоохранительных органов, по месту проживания в районах, чтобы уже как доставляли их. Мы приглашаем и наших ветеранов на нашей комиссии. И официально в документе так написано, представители разных министерств, Министерства спорта, Министерства здравоохранения дополнительно пускай приходят. Многие структуры, силовые структуры там приходят. Кому интересно, журналисты пусть приходят. Кому интересно, как проходит все-таки у нас призывная комиссия. Повестка на телефон даст снапаться за меня акум и рахайт ирдирует, а капшим госфехот и на фенкаматах. А джигетки дещцом харагит садзом
Зигебрапснио. МВД Абхазии усиливает борьбу с незаконной рубкой хвойных деревьев и продажей пиротехники. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут провел оперативное совещание, посвященное вопросам охраны лесного фонда республики. Так, уважаемые коллеги, согласно распоряжению премьер-министра в преддверии новогодних праздников есть поручение по работе с борьбой незаконной вырубкой хвойных деревьев. Обязательно необходимо усилить работу и, помимо всего прочего, необходимо нам провести комплексные мероприятия, как мы проводим ежегодно, по пиротехнике, которая реализуется у нас в торговых точках и различных других местах реализации. Султан Георгиевич, доложите по ситуации, что вы планируете по этому вопросу. Товарищ министр, во исполнении распоряжения Кабинета министров Республики Абхазия от 1 декабря 2025 года Министерством внутренних дел, а также Государственным управлением лесного хозяйства и Государственным комитетом Республики Абхазия по экологии и природопользованию будут проводиться ряд мероприятий. Данные межведомственные мероприятия носят ежегодный характер, в рамках которых осуществляются рейды, посты и проверки, в ходе которых мы выявляем незаконно заготовленные хвойные деревья. И они подлежат изъятию, а люди привлекаются к административной и где-то к уголовной ответственности. Кроме того, в преддверии новогодних праздников мы бы хотели предупредить всех, что Министерство внутренних дел будет проводить работу совместно с государственным стандартом, будут проводить рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев, обеспечение безопасности граждан при приобретении пиротехники. Данные мероприятия тоже носят систематический характер, мы их проводим каждый год. Эти проверки будут проводиться в ларьках розничной торговли, на рынках, во временных палатках. Ну и также мы будем привлекать людей к ответственности, которые не имеют документов, сертификата качества Государственного таможенного комитета, что они прошли все процедуры, которые положены для осуществления реализации данной продукции на территории Абхазии. Необходимо ориентировать все районные подразделения, как мы делаем это ежегодно. У нас основные проблемные участки, мы знаем, это район Мамзышки, Рыцинское ущелье, заповедные зоны, Кулурыбский район. Ориентировать наш оперативный состав на то, чтобы работали по предотвращению незаконной вырубки хвойных насаждений. Уже такого рода информация, насколько я знаю, у нас поступает с Гагры. Там я лично давал команду, чтобы провели усиление, открыли пост. Он действует. Такое же мероприятие нужно проводить по всем районам. Возьмите под личный контроль данную работу. Что будет сделано? На Кадорском ущелье есть пост, который будет усилен. И на Мамзышке мы тоже людьми поможем, сотрудниками центрального аппарата, который будет проводить рейдовые мероприятия именно по выявлению тех лиц, которые будут вырубать. Строительство Дома национальной музыки в Сухуми идет полным ходом. Культурный объект будет построен на месте здания на улице Лакоба, где в прошлом жила семья Сергея Кириенко. Проект реализуется на различные средства. Первого замруководителя администрации президента России будет передан Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария. Архитекторы провели большую исследовательскую работу, чтобы восстановить здание в духе сухумской архитектуры XX века с бережным отношением к историческому облику. Согласно проекту архитектора Камы Кация, на первом этаже разместится выставочный зал с национальными музыкальными инструментами. На втором – мастерские и репетиционный зал для камерных концертов. Завершение строительства намечено на конец 2026 года. Мы ставим перед собой цели, опять-таки же, для сохранения, для того, чтобы это все дело на нас как бы не умерло, а имело возможность существовать. И наша цель – это поставить на твердую почву. Вот это здание – это и есть твердая почва, на мой взгляд. Плюс мы хотим здесь внутри здания этого организовать детскую школу. Не знаю, как пока еще назовем, детская школа искусств, либо это будет просто кружки, в которых дети будут обучаться в первую очередь игре на народных инструментах
И планируем еще и задействовать еще вокал. Хотелось бы отметить то, что жест, который сделал Сергей Владимирович, это шаг навстречу к нам. Теперь наши шаги должны быть наполнить это здание содержанием, на мой взгляд. И я думаю, что у нас все получится, все предпосылки к этому уже есть. И только работа, работа. Когда мы узнали, что вот у нас будет помещение лично наше, естественно, это не могло нас не порадовать. И от лица всего оркестра хотелось выразить благодарность. И если говорить о наших впечатлениях, конечно, мы очень рады, что у нас предоставилась такая возможность. И мы очень все с нетерпением ждем, когда же этот момент наступит, откроются двери этого здания, и мы сможем уже творить, создавать и наслаждаться народной музыкой. Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. К этой дате был приурочен турнир по настольному теннису среди людей с ОВЗ, который прошел в Сухуме. В соревновании, организованном представительством Международного комитета Красного Креста, приняли участие 6 спортсменов из Гагарского, Гудаутского и Учимчирского районов. Репортаж Гугуцы, Вардания. Ловкие движения, и мяч летит точно в цель. Здесь нет победителей и проигравших. Каждый участник уже одержал главную победу – победу над собой. Люди с ограниченными возможностями здоровья – это не только те, кто нуждается в поддержке, но и те, кто ежедневно демонстрирует невероятную силу духа, преодолевая барьеры, которые многим кажутся непреодолимыми, а еще не способны вдохновлять окружающих и делиться бесценным опытом. Яркий пример такого мужества – кавалер ордена Леона Сергей Барганджи. Ветеран ежегодно принимает участие в спортивных соревнованиях для людей с ОВЗ. Это дает нам возможность встречаться, общаться с ребятами, потому что живем в разных районах. Я с Очамчири, ребята с Писунги, с Гагры приезжают, Сухумские. Есть возможность у нас встретиться, пообщаться. И все это благодаря Международному Красному Кресту, с нашим Борей. Ну и стимул какой-то. Мы просто хотим жить как нормальные люди, здоровые ребята. Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят в республике вот уже 13 лет. Спортсмены с ОВЗ уже смогли себя попробовать в конно-спортивных соревнованиях, в играх в шахматы и в нарды, и в футболе. В этом году настольный теннис. В турнире принимают участие 6 спортсменов из Гудаутского, Гагарского, Очимчирского районов. Мероприятие проводится по инициативе представительства Международного комитета Красного Креста при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту. Это определенный посыл в общество наше, чтобы еще раз напомнить, что есть такие люди, которым надо просто иной раз оказывать какие-то знаки внимания, поддерживать их, несмотря на то, что они сами по себе очень мотивированные, энергичные, веселые люди, но я думаю, что мы все понимаем, какие сложности у них есть, и мы просто хотим еще раз показать, что мы рядом и хотим поддержать их через такие мероприятия. Спорт становится для них не просто досугом, а настоящей терапией, физической и психологической. Каждая тренировка, каждое соревнование – это шаг к новым достижениям, возможность доказать себе и окружающим. Ограничения существуют лишь в нашем сознании. Гугуса, Вардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. 5 квот выделено в Институт гастрономии Сибирского федерального университета в следующем учебном году. Прием заявок уже идет. На базе многоотраслевого колледжа представительство Россотрудничества провело специальную консультацию для будущих шеф-поваров, чтобы рассказать им о возможностях продолжения учебы в одном из ведущих университетов России. Айлита Рутинян расскажет подробности. Сибирский федеральный университет – это многопрофильный вуз в Красноярске, основанный в 2006 году. СФУ входит в топ-20 ведущих университетов России. Это первый федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Миссия вуза – быть центром инновационных решений региональных и глобальных проблем общества и экономики за счет передовых научных исследований и современных образовательных программ. Университет готовит высококвалифицированные кадры для развития Ангара, Енисейского макрорегиона и Сибири. В соответствии с детализированным планом приема на эти годы общая квота, выделенная российскими вузами на Республику Абхазия, 115, из них 5 в Институте гастрономии. То есть изначально мы делаем запросы в разные ведомства Республики
Республики Абхазия. Мы же готовим кадры потенциальные для республики и получаем ответ. Соответственно, на основе этих ответов мы получаем данные по тем или иным специальностям и уровням образования по квотам. В данном отборе могут участвовать кандидаты также и после школы, и после колледжа на базе среднего профессионального образования. Да? Просто у кандидатов будет разный список документов. У кого-то это будет аттестат 9 и табель 10 класса, а у кого-то это будет, как у студентов из Абхазского многоотраслевого колледжа, это будет выписка за все пройденные дисциплины, за все годы обучения. Обучение по специальности шеф-повар подразумевает уровень образования бакалавриат, соответственно, 4 года обучения. Его полностью оплачивает Россотрудничество. Абхазский многоотраслевой колледж и Россотрудничество провели такое мероприятие для выпускников нашего колледжа о будущем их, как колледж закончит, если хотят продолжить учиться в России, конкретно в Краснодарском крае, где сегодня учатся наши студенты, 7 человек, которые закончили здесь. Они успешно учатся, проявляют себя хорошо. Мы недавно ездили туда, посмотрели, условия шикарные. Все для того, чтобы человек получил хорошее образование, все создано. Все есть, все хорошо, и дети, наши студенты очень довольны. С напутственными словами к участникам встречи обратился Шамиль Кылыч, шеф-повар ресторана «Леон». Он рассказал историю своего становления в профессии и пожелал студентам удачи. Хочу вам сказать, что это есть огромная возможность на сегодняшний день тем, кто хочет научиться готовить, научиться быть шеф-поваром. Это самая реальная возможность стать тем, кем вы хотите стать. Я вам объясню такую одну вещь. Не у всех есть такая возможность. И каждый раз, когда у вас получается что-то сделать в своей жизни, и вы уходите в другую степь, подумайте о том, кем вы хотите стать на сегодняшний день. Также в мероприятии приняли участие студенты Института гастрономии СФУ из нашей республики, которые поступили в прошлом году по этой же программе. Они рассказали про обучение в университете. Здесь очень хорошо. Здесь у нас проходят теории, практика. В теории мы изучаем ценообразование, калькуляцию и еще много интересных познавательных предметов для людей, которые хотят учиться, развиваться, расти в своем деле. Чтобы попасть в Сибирский федеральный университет, необходимо пройти 2 этапа отбора. Первый этап, который уже идет, это заполнение дистанционной заявки на сайте educationalrussia.com. А второй этап отбора – тестирование офлайн по 2 предметам – математика и русский язык. Подать заявку на квоту можно до 15 декабря. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Муниципальное унитарное предприятие «Суэс» ликвидировано распоряжением главы Сухума Тимура Агарба. Решение принято в рамках реализации требований статьи 23 Закона об электроэнергетике, согласно которому Кабинет министров обязан обеспечить перевод объектов электроэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Сухума и районов республики, в республиканскую собственность с последующей передачей их в хозяйственное ведение единого оператора передающих и распределительных сетей. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 4 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.